Было нужно время, и очень большое время. Были нужны очень серьезные усилия пророков и многих других людей в Ветхом Завете для того, чтобы объяснить сначала народу Израиля, а через него и всему остальному миру очень простую вещь. Бог один, человека нельзя убивать, нельзя врать, нельзя воровать. И более того, твои отношения с твоим ближним, они в каком-то смысле определяют твои отношения с Богом. Ты не можешь считаться перед Богом праведником, если ты занимаешься всеми этими вещами. И вот когда этот урок был выучен, нельзя сказать на зубок, потому что всегда и до сих пор есть люди, которые живут совершенно иначе. Но когда этот урок был выучен хотя бы в достаточной степени, хотя бы теоретически, когда люди уже достаточно хорошо, по крайней мере в этом народе Израиля, представляли себе, что такое Бог и как можно относиться к Нему и чего можно ждать от Него, происходит переход на следующую ступень. В этот момент была Римская империя. Это было единое государство с единым культурным пространством. И весть о Христе могла распространиться достаточно быстро, что и произошло. Но если бы этой империи не было, то по этим огромным территориям эта весть распространялась бы гораздо сложнее и гораздо дольше. Но, видимо, Господь выбрал удачный момент. Очень часто в жизни есть такой миг, когда вот только и можно что-то очень важное и хорошее сделать. До этого было рано, потом будет поздно. Очевидно, Господь об этом знал лучше нас и выбрал то самое время, когда это должно было и могло произойти.